Раз в год на Троицу старинное эрзянское село Пазелки отмечает свой день рождения большим праздником. Именинниками себя чувствуют все, от мала до велика. Съезжаются гости и уроженцы этих мест, и те, кому интересна культура древнего мордовского народа. Молодежь, стремясь показать свою причастность к празднику, щеголяет в футболках с эрзянской символикой. Ну а для людей постарше это повод достать из сундуков семейные наряды красно-белого цвета. Потому что яркий. Мордва любит красоту. Красный – это красивый, значит, означает. Еще один атрибут эрзянского прошлого – лапти. Людям 21 века они в диковинку, чего не скажешь о старожилах Пазелок. 77 лет мне, 70 лет тому назад в клуб ходили в лаптях. Вот так и ходили в лаптях. Без этих, конечно, по-русски уже одевались, а лапти обували. В школу ходили в лаптях, на каток, по снегу. Пока на сцене, сменяя друг друга, выступают фольклорные коллективы, на окраине Большой Поляны готовятся угощения. Сразу в нескольких котлах и на полевой кухне варится селянка. Основные ингредиенты – мясо и овощи. Секрет этой селянки – это, то есть, как бы считается, угощение. Троица. Режется бык, ну и, естественно, все это будут кушать бесплатно наши жители и гости. Для уроженцев Пазелок, живущих ныне в Пензе, Москве и других городах, Троица – это еще и возможность вновь встретиться. Рассказать о сегодняшних буднях и вспомнить прошлое, когда все они были еще детьми. Качели листья, это вот мы росли в этих качелях. Да, вот эти качели, нас кидали вот до неба, вообще, какие вот качели у нас, были. Вот каждый год это вот идет наша молодцы. Традиция. Вот молодежь сейчас у нас молодцы. Вот они вот это вот все здоровья. Организовывают, молодцы. Спасибо им. Традиция именно так праздновать Эрзянскую Троицу в Пазелках существует уже не одно столетие. Так было даже в годы советской власти, когда торжества, приходившиеся на христианские праздники, власть не особо жаловала. Собираются и идут вон туда, на край этого села, и там провожают. Там стол ставят и гуляют. Песни поют, пьют. Ну и драться дерутся. Схватки и сейчас бывают, но в присутствии зрителей и обязательно судьи. Борьба для взрослых, ну а мальчишки дерутся подушками. Помимо праздника, организаторы сделали Пазелкам еще один подарок – постоянную сцену. А в будущем планируют установить рядом с сельским кладбищем памятник фронтовикам. 600 человек ушло, 400 не вернулось. То есть 400 человек погибло. То есть если эти 400 человек вернулись бы, да, там с войны, то есть село бы наверняка бы не умерло. То есть война сыграла какую-то роль. То есть в селе бы было сейчас больше народа, больше людей бы было и как бы лучше было.